Усе розныя. У кожнага з нас свая радзіма, свае традыцыі, культура, мова. Нас падзяляюць сотні кіламетраў, але ідзем заўсёды побач мы. Беларусь моя, белая Русь, вялікая сіла твоя прыгажосць. Ты царство лясоў, краіна азёр. Цябе накрывае блакітны прастор, і неба з пяшчоты цябе апраўляе. Беларусь моя, белая Русь, россиянкой я с детства зовусь. Беларусь, ты с Россией моей побратимы, в языках наши корни едины. Беларусь, всей душою к тебе стремлюсь. 白俄罗斯，我的白俄罗斯，中国是一个伟大的、充满活力的国度，就像勤劳的蜜蜂，从清晨到暮夜，忙忙碌碌，从宽阔大道到羊肠小径，每一寸地方都永远地活在我的心中。Беларусь моя, белая Русь, утром и ночью кидай, словно улей, от магистралей до маленьких улиц. Ты мое сердце навсегда украла. Беларусь менің ақ Ресейім. Біздің Қазақстан алтын күн астында. Даласы, орманы, көлі барқасында. Барлық әдемі көркем сөздермен жеріміздің сұлулығын жеткізіп сипатта. Беларусь моя, белая Русь. Наш Казахстан под палящим солнцем раскинул свой шатер степей, лесов. Чтобы описать их красоту, не хватит всех даже самых лучших и прекрасных слов. Азамат. Ma Biélorussie, Белая Русь, âme de la Guinée, peuple enchanteur, danse mystérieusement, essentiellement toute l'année. Le pays est décoré d'une palette de couleurs vives. La nature y offre des forêts du sud. Беларусь моя, белая Русь, душа гивине чароши народ, таинственная чувственная танцует круглый год. Палектро яркий красота, украшена страна, природа одаряет там южнее леса. Беларусь менің опоқросым, ва менің азиз Өзбекстаным. Чексіз караванлар далалары, сіз ең құяшлы, ең чырайлысыз, мехмандост азиз юртым. Беларусь моя, белая Русь и мой родной Узбекистан, полей бескрайних караван. Ты самый солнечный, красивый, гостеприимный край, любимый. Belarus của tôi, Bạch Nga, Việt Nam, đất nước tôi như bông hoa đang nở. Việt Nam tỏa sáng về đẹp dạng ngời, xòe cánh hoa khoe sắc màu tươi thắm. Biển Nha Trang luôn giang tay gọi mời. Belarus моя, белая Русь, страна моя, как распустившийся цветок, блестит красой Вьетнам, и его прекрасный лепесток, приветливый Нячанг. Беларусима, Руси Сафет, Хонай Саудатио Хамумет, Байки Мери Тоджикистониман, Хадяй Дестон Турунавид. Беларусь моя, белая Русь, Таджикистана, горные вершины, всем известны на весь мир. Горы наши, крыша мира, и называется Памир. Իմ Բելարուս, սպիտակ Բելարուս, ես հպարտ եմ իմ քարքարոտ Հայաստանով, իմ ալեհե մասիս սարով, կապութաչյա իմ Սևանով, կարագագա տարագացով, կրակներից Փյունիկի պես միշտ վեր ելնող իմ հայ ազգով. Беларусь моя, белая Русь, люблю родной пейзаж Сивана и Арарата, вид святой. Люблю ночной Свет Еревана, Чинару в степи пустой. Добрый день, дорогие участники и почетные гости Международного образовательного форума «Единство иностранных выпускников белорусских, советских вузов и стран СНГ». Buenas tardes, queridos invitados. Good afternoon, dear guests. 大家好, Хенайда Кхжен. Bonjour, chers amis. Привітання, добрий день. Ми раді вітати наших шановних гостей по-білоруську.
Мы приветствуем участников Международного образовательного форума на торжественной закладке капсулы на месте будущей установки малой архитектурной формы символа «Студенческое братство». Символично, что капсула закладывается на территории комплекса «Студенческая деревня». Студенческая деревня – это современная локация из 8 общежитий в Минске для комфортного пребывания и образования студентов. На данный момент в студенческой деревне проживают более 7,5 тысяч студентов. Это молодые люди из Беларуси и многих стран мира. И арт-объект «Студенческое братство» станет символом дружбы и международного общения. Символом многонационального студенчества Беларуси. Беларусь – страна с многолетними традициями студенческого братства, которые обогащаются и приумножаются. Для приветствия и торжественной закладки капсул на месте будущей установки композиции «Студенческое братство» приглашаем министра образования Республики Беларусь Игоря Васильевича Карпенко. И исполняющего обязанности председателя Совета Международной ассоциации выпускников вузов, председателя Ассоциации «Мирная китайская консолидация» Чао Цинцю. Уважаемый Игорь Васильевич, вам слово. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, я рад приветствовать вас на этом символичном, но вместе с тем значимом для всех нас мероприятии. Каждый из присутствующих здесь либо был в свое время студентом, или является им сегодня и понимает, насколько важен этот период в жизни каждого человека. Любое государство делает ставку на молодежь, способную брать ответственность за будущее своей страны и делать все необходимое, чтобы создать для этого соответствующие условия. Ученые одного из университетов отследили судьбу своих выпускников, определили, что дружба, которая начинается на студенческой скамье, длится на протяжении всей жизни человека. И этим отношениям не могут помешать ни границы, ни географические удаленности, ни временные пояса. Сегодня мы видим, что международное сообщество выпускников наших университетов растет год от года. Сегодня в Беларуси обучается порядка 27 тысяч студентов из 109 стран мира. Это примерно 10% от общего количества студентов, которые учатся в нашей стране. И Беларусь гордится тем, что воспитанные ею высококлассные специалисты достойно представляют во многих странах научные, образовательные традиции отечественной высшей школы и стремятся сохранять связь с Беларусью. Сегодня мы заложим капсулу на месте установки композиции «Студенческое братство», символа единения студенческой молодежи. Композиция будет выполнена в виде цветка с 5 лепестками, изображающими 5 континентов нашей планеты. А в центре соцветия страна, объединившая студентов, Республика Беларусь. Убежден, что в будущем композиция «Студенческое братство» станет реальным символом единства студентов разных поколений и представляющих разные народы и континенты. Всех тех, для кого белорусские университеты и колледжи навсегда стали родной альма-матер. С праздником всех вас, дорогие друзья! Приветствую наших иностранных гостей. Welcome to Belarus! Уважаемый Чао Цинцю, вам слово. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас от Международной ассоциации выпускников вузов на торжественной накладке капсулы «Студенческое братство». Сегодня для нас, иностранных студентов и выпускников, это большое событие, важное событие и большой праздник. Искренне благодарим Министерство образования и министра Игоря Васильевича за поддержки для нас всегда. Несмотря, мы находимся далеко от дома, от родителей, но мы всегда чувствуем здесь тепло, заботы.
Беларуси всегда остановится для нас, как вторая родина. Еще раз с праздником вам! Желаю всем успехи! Спасибо! Уважаемые Игорь Васильевич и Джао Цинцю, разрешите пригласить вас для выполнения ритуала торжественной закладки капсулы на месте будущей композиции «Студенческое братство». На этом месте будет установлена малая архитектурная форма «Студенческое братство». Уважаемые почетные гости, приглашаем вас для фиксирования таблички. Капсула будущего символа «Студенческое братство» заложена. Памятный знак «Студенческое братство» станет символом союза многих поколений выпускников и нынешних студентов вузов Республики Беларусь. Уважаемые почетные гости, участники мероприятия, торжественная закладка капсулы завершена. Приглашаю вас для памятного фотографирования. советских вузов тогда договорились еще на одном из форумов регионов Беларуси и России, что мы проведем подобное мероприятие в городе Минске. Значит, будут задействованы все наши ведущие университеты, в том числе и комплекс «Студенческая деревня». И вот данное мероприятие состоялось, третий форум значит, студентов, выпускников советских вузов, белорусских, российских, СНГшных вузов. Они все, в общем-то, большинство представляют эти страны, приехали сюда, и здесь мы проведем этот форум. Традиционно, как всегда это проводили, несмотря на пандемию, несмотря на те расстояния, которые нас, может быть, разъединяют, но всех сегодня объединила Беларусь и те белорусские университеты, которые заканчивали эти студенты в свое время. И непосредственно событие, что состоялось сегодня и насколько важно это вклад для будущих? Вообще мероприятие рассчитано на несколько дней. Сегодня мы здесь заложили капсулу в основании будущей композиции «Студенческое братство», которая будет установлена здесь. Я думаю, что к Дню студента, белорусского студенчества, мы попытаемся уже ее установить здесь. Здесь пройдет открытие офиса Международной ассоциации вузов нашей республиканской.
ассоциации. Здесь же будет работать клуб интернациональной дружбы. Кроме этого, прошли диалоговые площадки в ведущих университетах. Завтра у нас начинается пленарное заседание. А еще наших гостей ждет гостеприимный город Брест, где тоже пройдет ряд мероприятий, в том числе знакомство с достопримечательностями западного региона нашей страны. Спасибо большое, хорошего форума. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Я китайская и белорусская литература инженер. И какие результаты получили у сотрудничества между Беларусью и Китаем в сфере образования? Ну, вы знаете, что Китай и Беларусь впервые провели в 2019 году, в 19-м точно не помню, в 19-м, да, по-моему, в 19 году год белорусского образования в Китае. И это сыграло свою ключевую роль в развитии отношений между нашими странами в области образования. Я могу сказать, что сегодня Китай занимает второе место по численности студентов, обучающихся в Республике Беларусь. Фактически где-то треть всех иностранных студентов — это китайские студенты. Это говорит о многом. У нас сегодня работают и совместные факультеты, совместные программы, совместной выдачей дипломов. У нас активно развиваются межуниверситетские связи, не только на уровне подготовки специалистов, подготовки магистров, подготовки педагогических кадров высшей квалификации, я имею в виду докторов наук, но и развиваются проекты социокультурные, гуманитарные. Ну, например, при активном участии у нас китайской стороны работают институты Конфуция. В Белорусском государственном университете создан институт китаеведения. Кстати, мы впервые в истории Беларуси создали линейку учебников для общего среднего образования. И мы можем сказать, что национальная книгоиздание открыла новую страницу в истории этого книгоиздания, потому что это учебники, выпущенные нашими специалистами при участии китайских товарищей. Поэтому сегодня отношения очень активно развиваются, начиная от изучения китайского языка и культуры, заканчивая изучением белорусского языка и культуры в Китайской Народной Республике. Да, спасибо. 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 Вы первый, давай. Я первая. 欢迎来到美丽的白俄罗斯。 Bonsoir chers invités, soyez les bienvenus. Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu. Мархаба. Assalamualaikum hormatli mehmonlar. Hoş geldiniz. Ողջույն մեր հարգարժան հյուրեր։ Բարի գալուստ։ Добрый день! Мы рады приветствовать всех гостей и участников Международного образовательного форума Единства иностранных выпускников белорусских, а также советских вузов из стран СНГ. Мы рады нашей встрече на этой прекрасной белорусской земле, которая стала уже второй родиной для людей многих национальностей. Сегодня в Беларуси живут и работают представители 156 национальностей. Международная ассоциация выпускников вузов уже многие годы является ядром, сплочающим людей разных стран, говорящих на разных языках мира, но, безусловно, понимающих друг друга. Многие из наших выпускников достигли больших высот в различных сферах деятельности и являются народными послами Беларуси в своих странах. Довольно символично, что именно в этом году, объявленном Годом народного единства, Беларусь стала в очередной раз площадкой дружбы и мира.
местом проведения Международного образовательного форума единства иностранных выпускников белорусских, а также советских вузов и стран СНГ. Друзья, прямо сейчас нам с вами предстоит принять участие в торжественном открытии в офисе Международной ассоциации выпускников вузов Клуба интернациональной дружбы. Право открытия Клуба интернациональной дружбы предоставляется
министру образования Республики Беларусь Карпенко Игорю Васильевичу, а также председателю Совета ректоров, ректору Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Богушу Вадиму Анатольевичу, исполняющему обязанности председателя Международной ассоциации выпускников вузов Чао Цинцю, Игоря Васильевича и сопровождающих его лиц мы приглашаем пройти в клуб интернациональной дружбы для встречи с лидерами иностранных студенческих землячеств. А для всех выпускников концерт продолжается. Всем студентам, чтобы их вдохновить, поддержать ассоциацию так, как меня поддержали тогда, тем, что создать с ними платформу для онлайн-образования после вузов, чтобы помочь студентам найти свой путь в жизни. И тут показаны мои проекты, которые это кому здесь всегда. Я буду рад сотрудничать. Еще раз благодарен вам. Сейчас в Дубае будет большая выставка. Экспорт. Она началась, да. Уже началась. Мы там тоже представлены. Половина центров — это за ним, его архитектурно и дизайн, оформление. Я вашему министру обещал, что мы в одной из школ начнем изучать арабский язык как первый иностранный. Мы начали в 24-й гимназии пока как факультатив. Я думаю, год-другой мы начнем изучение арабского языка. Хороший будет задел. Очень символично. Игорь Васильевич, давайте. Это наш фотокалейдоскоп международной студенческой жизни, начиная с 60-го года, когда были первые студенты в Беларуси. Вот дальше мы продолжаем. Ждем после нашего форума, у нас еще свободное место. Свободное место есть? Уважаемый Игорь Васильевич, вы сюда. Уважаемый Игорь Васильевич, Вадим Анатольевич, дорогие землячества, здесь, в этом зале, он маленький, но он как в дома, он самый-самый домашний, который может быть. Он стал домом для ассоциации благодаря нашей Республике Беларусь, благодаря Министерству образования. Такой дом, наверное, один из этих стран СНГ, который представила Беларусь. Мы очень рады этому. И вот сегодня, уважаемые гости, собрались наш актив уже студенческий, с выпускниками мы часто встречались, вот здесь, в своем доме, чтобы пообщаться, задать вопросы, потому что ассоциация, она всегда продвигает, помогает выпускникам. Но самая главная задача, находясь на территории Республики Беларусь, вовлекать, общаться, работать со студентами иностранными, чтобы они также любили нашу Беларусь, чтобы также были патриотами, как выпускники. Уже у нас очень многое получается, но надеюсь, после сегодняшнего открытия, ребята, будет гораздо больше, гораздо эффективнее, и вы сможете доказать, что образование в Республике Беларусь самое лучшее и по образованию, по учебе, и по воспитанию, потому что мы всегда гордились и будем гордиться своими выпускниками. Пожалуйста, задавайте вопросы, долго не будем друг друга мучить. Да, конечно, я рад вас приветствовать всех. Уважаемые семьи, я не знаю, что делать. Ну, наверное, вот, может быть, этот дом не очень большой по размерам, но вообще вся студенческая деревня, она к услугам нашего студенчества. И мы здесь не делим белорусские студенты, иностранные студенты. Тут все живут единой студенческой семьей. Вот, и вся инфраструктура, которая здесь есть, она предназначена для того, чтобы студентам было комфортно здесь жить, учиться, общаться, взаимодействовать. Ну, вы, наверное, сегодня видели, здесь есть и филиал поликлиники, и вот этот спортивный комплекс большой, который мы специально оборудовали уже после вторых европейских игр, которые были проведены, студенческая деревня использовалась как деревня спортсменов здесь в тот период.
Это все предоставлены возможности для нашего студенчества, в том числе и стадион, который здесь был реконструирован. И здесь Китайская Народная Республика построила за деньги технической помощи, построила еще одно общежитие для студентов, для иностранных студентов. Могу сказать, что в ближайшее время, вот сейчас правительством принято решение, и в городе Минске будет построено еще 4 современных общежития, как раз вот такого типа, блочного типа, для того, чтобы в том числе и иностранным студентам было комфортно здесь жить и обучаться. Поэтому этот небольшой дом в вашем распоряжении, как в принципе в распоряжении вся студенческая деревня, которая находится здесь вот, фактически в таком бойком месте города Минска, недалеко от метро. Спасибо, Василий Юрьевич. Всемирная ассоциация выпускников тоже свой вклад вносит в данный офис, в данный дом. Мы подарили там телевизор, панель специально, чтобы проводить зум-конференции. Вы можете сейчас связываться со всеми ассоциациями выпускников в мире. Мы подарили роутеры, камеры специально для конференций, телеконференций. Поэтому даже завтра трансляция будет идти на больше, чем 150 стран мира. И все ваши выпускники ваших стран могут присоединиться, даже если они не смогли приехать сюда. Ну и огромное спасибо за такое помещение. Это первый и пока единственный офис в кампусе, когда студенты уже могут сразу же знакомиться с деятельностью ассоциации и могут сразу уже понимать, зачем им это надо делать, чтобы не потом искать где-то выпускников по разным странам, а здесь и сейчас вы становитесь уже частью ассоциации и белорусских, и частью Всемирной ассоциации выпускников, так как МАВУЗ входит в нашу единую сеть всех ассоциаций в мире. Ну а дальше это, как уже было сказано, наша большая дружная семья. Они работают, выпускники работают и живут во всех странах мира. Уже мы перестали какие-то цифры упоминать, просто доказали, что во всех. И спасибо огромное. Все остальное от вас зависит. Спасибо огромное. Но сегодня главное за этим столом даже не выпускники, главное наши студенты. Это 100 Это те, в кто еще каждом будут вузе, выпускниками. да, которые будут выпускниками.